Село Копчак. Так много тебе лет, а ты все строишься и процветаешь. Ты молодеешь, и сравнения нет тебе по красоте. Ты знаешь, когда по улицам твоим идем, деревья и цветы нам улыбаются. Вдыхаем ароматы ярких роз, и сердце счастьем наполняется. И люди здесь прекрасные живут, в них доброта, любовь заложены с рождения, с усердием все трудятся, не покладая рук, отсюда и в делах большие достижения. Профессиями все наделены сполна, чинами высшими село богато, и городами побратимыми сильна, и чтишь традиции ты свято. Копчак, мы любим и гордимся им, ведь каждый здесь по зернышку вложил. Желаем тебе крепнуть, а еще хотим, чтоб всем, чего добился, дорожил. С любовью к тебе, Копчак. Böyle adlandı kiyat angısını doğmayeri için Kıpçaklı Alekseyev Ivan yazdı. O doğdu çiftçi çok uşaklı bir ailede. Burada büyüdü, okulunu başardı, çalışır, burada yaşıyor. Вот он диаптоназ, который до столетнего убежал. Bizim köy ikinci по крупности, en büyük sayılı после Кавказа в Европе. И да ben açan işittim hani bizim köyde biliyordum da hani bizim köyün ta yok kendi kıydı. В 2008 году Николай Иванович Гресс yazdı bizim köy için bir kağıt, но художественный. Тепляйнce uşak doğduğundan veriyela свидетельство о рождении. Вот такого характера документа bizde yoktu. С любовью к тебе, Копчак, Kıpçak köyü için kiyat. O Ivan Ivanovich'in 3. авторлық көлверimi. Yıl kiyat angısını o yazdı, Жизнь и судьба рода Алексеевых типарлы anlatmalar Алексеевы soyunun 4 taraftan senselesini açıklayar. İkinci kiyat, Моя жизнь, моя судьба, авторun 50 yaşına kadar yaşamak yolun başarılarını hem başarısızlığını, sevinmeliklerini hem kahırlarını anlatır. 2006 yılda benim kızım gidiyor школа, верила на раз задание, япон генеалогию своего рода. И плюс традиция обычаи. Ну, традиция обычаи ben büyük семьядан, biliyorum не понаслышке, yazdım на целую двухкопеечную тетрадку. А по генеалогии двоюродная сестра benim babanın, Çavdar Мария Ивановна была жива, тогда еще ей было под 90. И biz yaptık эту генеалогию по отцовской линии, по линии Алексеевых, до 9 поколения. И ben sonra başladım toplamaya материал. Вот плавно. И в 17 году ben çıkardım ilk кедімі benim «Жизнь и судьба рода Алексеевых». Потом вторую книгу издал. İlk iki kiyadına materyalları toplarken Ivan Ivanoviç köylülerden başka temaları da yazıya almış. Hepsi opasız informasiya авторun 3. kiyadına girmiş. С любовью к тебе, Копчак, Kıpçak için yazılı ilk dokumentli kiyat, angısı doğma yerin kurulmak historiasını açıklayar. Kolverim çıktı 2018 yılda köyün Panayya uyuklaması adına kilisesinin 200. yıl dönümüne. Ben de yaptım çok rubrika bizim köyde. Я старожилах, под разными названиями. Нет, готовимся diye основательно. Kimseyi de unutmuşuk. İstakim abidem geliyor. Sen o köyü nasıl hepsine silah bildireceksin sayılı yani hepsinin doğru anlasın. Естественно, kimi kaçıracaksın da вот это de меня только durguttu. Но имея ben topladım materyal по родословной köyde, bende çok materyal oldu. Ben yıl стараться oldum старожилlardan, kim уже ihtiyar sayılı diyeceğiz ki, onlardan alma informasyon, потому что ben biliyorum onların günleri sayılı. Öyle de var, peşinde 18 году kağıt çıktı. Şimdi bakma старожила 10 kişiden gösterdi mi, birisi de kaldı sağa. И hepsi gitti уже в иной свет. Ну, мы для этого и рождаемся, чтобы умереть. Тут нету ничего как бы такого, но сам факт есть фактом. И спасибо Богу, hani ben yetiştirdim onlardan alma
очень хорошую информацию про наше село. О информации ben bir yerden başka alamayacağım. Дело в том, что ben прежде чем yazma, ilk обработать этим bizim местный архив примарий, он называется по хозяйственной книге. Bizde yok ta список умерших в голодовку. Onları da привел в порядок, и hepsini istedim. Я месяцами там работал. Sonra обработал архив, музейный наш архив, bizim архив. Sonra архив города Таракли, архив города Чадарлунга. И обращался во все архивы, все 9 архивов города Кишинева. И таким образом у меня достаточно было материала. Конечно, bu материал topladım ben 6-го года, в целом Алдына. Но конкретно кеды yazdım за 1,5 года, почти за 2 года. После того, как çıkardım bu kеды, вот жизнь и судьба, и моя жизнь, жизнь и судьба рода Алексеевых, а потом моя жизнь, моя судьба Кинджикиат, и потом вот с любовью к тебе, Капчак. 2018 yılda 200-летие образования церкви bizde. И плюс день села, день храма. И bir anda o zaman savaştım kağıt çıksın bizim к этому, не söyleyeyim, çıktı. Я ben после службы дать ettim батюшкалара. Не во всеуслышание и не во всеувидение, как бы говорится, русский очевиден. Но не ben isteyeyim söyleme, про старожилы вы задели вопрос. Bizim köyde o zaman 2018 yılda starojil, en büyük starojil Salih 100 yaşında oldu. В августе 2018 yılda 100 yaşında. И когда açan bitti служба на территории Крестьянин ауылында, geldi примария, и hepsi nasıl примар поздравить etti этого старожила, Коджабаш Афанасий Иванович, 100 yaşında oldu. Dedi, dядь нас, не vereyim sana в качестве подарка. Bu düşündü, bile indirdik havasını aşağı. Bilirsin, ver de parayı buraya, ben de bulacağım kendimle ne alma. Смотрите, какой мудрый человек. 5000 сразу оставил на строительство церкви, 5000 de bana edecek. Понимаете? И, кстати, насчет старожила, вот очень интересную тему, рубрику вы открыли. Вот ben açan yazayım ki вот Kimbiliad, спасибо, Ангелиад, Гетериад информация. Старожилы ben nasıl toplam hepsini. Hepsini отдельно кетчикler, папочки. С любовью к тебе, Капчак, Кольверминде yıl düne cengin tragediyaları, Büyük Vatan cenginde köylülerin pay alması, açlık hem kolektivizasiya yaşadıkları anladılarlar. Елки исторические справки, конечно. Sonra про название, там очень много. Даже про год, hangi yılda doğmuş. Знаете, сколько тысяч, bir yerde bulayım 1812, bir yerde 1791. Но принято было на местном совете, да без отмечать здесь 1991 yıl. Но это, естественно, условно. Нечего условно. Дело в том, что до этого у нас в Капчаке жили татары. Татар Капчак, так рядом назваться oluyormuş köy. Niçin ben bunu söyleyeyim уверенно? Потому что bizim var köy içinde kaldı o kladbişe, mezarlık. Orada var büyük taşlar, где четко видно, о чем покладык, раб Божий скончался в 1761 году. Так он в этом году geçilmiş. O da этого, наверное, burada yaşadı da. А тем более bu değil yılki mezarlık bizde. Köyün çekitmesi bizim Pionerski lager orada, Sarıyer deriz. Orada da eski mezarlık, orada mezarlık как таковой yok. Açan teşnese çekiliyor düzme. Çok şey düşüyor на... O, конечно, татарское кладбище, скорее всего, на кости человеческие. Так что, и потом, что еще использовалось? Естественно, архивные документы, это очень легко с ними работать. Gösteriyorsa hangi yıldan, hangi кетten. И самое главное, самую большую ценность представляют это живые люди. Alma onlardan interview. Потому что Aldiyaka interview'da ben bir iş anladım, hani bizim köy geçirmiş çok zorla. Особенно, если возьмем уже 18 век, да, вот Первая мировая война, потом период руманизации, потом голодовка, Великая Отечественная война, голодовка, репрессии, депортация, коллективизация. Без билеса по книгам, да как она происходила. Вот те периоды, особенно те периоды, очень много материала мне рассказывали. И знаете, вот ben keda koydum, только позитив.
только не считать этим важным и нужным. А отрицательное, скажем, негатив – это совсем другая сторона. Onları ben yok nas göstereyim, yoktu nas yazayım da. Потому что istemedim ben insanı друг на друга сталкивать, это раз. И bilsinler de правду, а правда она очень горькая. И тем более bu yıl вручать ettim bizde 2 лицей. Первый лицейда 28 выпускник, второй да 18. 46 в первую очередь им verdim. Hani bilsinler kendi historiasını, nereden, hangi köyden, niçin bizim köyle nazvatsa oluyor. Daha şöyle bilmeden bizim köyde, bizim köy условно böyle nazvatsa oluyor Kapçak. İki naзвание, Tatar Kapçak, öbür tarafta Taşlık. А Taşlık оказывается bizim dedeler gelme 1791 год, 1791 yılda оказывается Добруджадан, Болгариядан, села Ташлык на берегу моря o köyümüş, da burada da öyle nazvat ettiler. Даже çoğu bilmiyor, yani iki сельский совет da bizdeymiş в одно время, это 50-е годы. Вот в книге ben açan primerleri de hepsini topladım. Ben verin bana informasyon. Topladım o materyalleri, nasıl size söyleyeyim. Ben с воодушевлением, ben istedim gösterme bizim köyü nasıl var. Но и в целом geldim bir вывода, hani bizim köy gibi bogатый köy yok dolaylı da. Ben savaştım охватить etme, bizim köylük, скажем, все области, возьмем медицину. Kim peki kırı kalktı bizim köyden в области медицины, военные врачи, несте. Я удивлялся прямо. Или возьмем даже всех, вот так по порядку, даже сельское хозяйство возьмем, председателя колхоза. Сколько выходцев из нашего села и на Украине, и в России работали. Везде, конечно, колхозы уже нет такой формы ведения в сельском хозяйстве. И вот так по всем областям. И bizim, если плавно geçeceğiz на известные личности Капчака, Боже мой, где мы только не прославились. Bizim köylü 63-го года рождения Федор Федорович Драган, вышедший из нашего села, сегодня работает в Америке, преподает в вузах там кибернетику, информатику. Вот. Потом Илья Трифонович Гайдаржи в Одессе работает, заведует клиникой травматологии. Ne kadar yardım ediyor bizim köye yardım etti. Там военная клиника. Но он, говорят, хирург-травматолог от Бога. Взять сельское хозяйство, вот, про нашего Башкана Георгия Дмитриевича, каких высот он добился. Потом депутаты парламента Республики Молдова, Семен Афанасьевич Драган, Гаризан, Олег Федорович, наш сегодняшний примар, был 3 или 4 депутатом парламента. Pek çok var, hepsini gösterdim. Депутаты регионального совета, ну, Гагаузии, депутаты Народного собрания Гагаузии. Ну, и до местных советов не дошел, потому что книга стала слишком объемной. У Юляда Бюк 574 формата А4. Просто ben первые 2 kniги издал в Кагуле. Bunları aldılar, izdавать etmek üzere. Bunu açan gördüler, даже ne, это только Кишинев, и все. И там уже yaptık. Bizim köy, даже кто-то шутя назвать это дело, что значит Москва для России, то же самое Капчак для Молдовы. Представляете, какой формат сравнения избрали? Дело в том, что вот у нас село развивающееся, не умирающее. Год от года, спасибо вот примарии, советникам, вместе выигрывают гранты. Вместе. Вот, допустим, Киатчик в 2018 году, после этого не был. Вот бывший кинотеатр про ДЮСШ, детская юношеская спортивная школа. Такого стадиона инде bizde bir yerde yok. Такой церкви инде bizde строится, но это отдельная тема. Увидели сегодня с приходом отца Виталия, это с 2009 года, в 2008 году в ноябре осветили.
Приехал митрополит Анатолий наш Камбратский, Кагульский. Приехал, тогда был Нестагельде, президентом Молдовы Владимир Николаевич Воронин. Вот, фотографиям все это запечатлел Китта. А башканом Гагаузии тогда являлся Фармузал Михаил Макарович. Когда поставили первый камень в октябре, вернее в ноябре 2008, а массовые работы чекитти 2009 yılda. Но такими темпами и во-первых, финансировать etmeyebileceği. Мы kendimiz bütün köyü скидываться oluyor. И самое главное, как идет работа, это можно сравнить разве, с Гагаузским совсем söylемem. Вот работа, как пчелы работают. Иначе не скажешь. Но если бы улайdı только bizde храм ince gittik düzmen, воскресная школа, gördüm сколько и подсобных хозяйств, и yanında купель да yapıldı, и все, и все. Это благодаря только, спасибо Богу, они yolladı bize такого прекрасного человека, настоятеля вот с Бельц, настоятеля Зелинский Виталий Павлович. Информация от вас, отдельная тетрадочка, он отдельно, и все вот так собирал. Никим kendi getiriyor, söylediğim дядла vardı, спасибо Янолу, дедушка, за 90 уже, Пантелей Васильевич, бывший строитель. Hepsi getiriyor однасы. Binde bakayım, nabirаться oluyor, orada diyeyim, боже мой, ben bu графа старожилы не kadar занимать edecek, потому что ben какие-то рамки уложиться olayım. Старожилы tем, kому за 90. Gelelim primariye bizim. Ya yerim bizim köyde kaç kişi bugünkü güne var 90 yıldan yukarı. 10 kişi ровно diyattan aslında. Te 10 kişiden ben çütü ranşa söyledim mi? Bir kişi bugün kaldı sağ bir babucuk. Ей уже 98, наверное. Ben 2 yıl poç yazdım, çoğu biliyordu. Yaklaşık ben biliyordum da yazdım. Benim vardı bir yerimde yazardım ben. Ben hepsini topladım informasyon. Даже açan giderim alma информация у старожилов или просто информация, особенно примерları, живущие kim yoktu, onların da ver, пожалуйста, portretini, ver, пожалуйста, информацию, bir açık Франция. Kim доброжелательно veriyordu? Kimseydi. Bu portret bende bitki vermeyeceğim. Приходилось по-разному, bıraktım pasportunu. Pожалуйста, bırakayım, bu основной документ benim pasportum. Ben gidip şimdi artık seyret ederim, nasıl çıkarayım yeniden portrede. Ben böyle getireyim sana. Вот. И вот так, но долгожителям спасибо, то, что какую информацию ben от них черпали, потому что чем вот моложе люди, тем o vakitler ben bilmem, ben küçüktüm. Чуть davrandım. На 18 год царя ben kedi yazdım. Это считайте 16, 17, 18 год я ходил по этой информации. А бön тишинti ben de topladı mı? Ne kadar da silah, все, люди ушли, не alacağım информации. Kedin bölümü angısı Kıpçak'ın çok uşaklı ailelerini anladır, meraklı eceleri açıklayır. Даже koyduk o рубрикада, многодетные матери. Представляете, 5 поколений. То есть прабабушка жива была, ее дочка, дочкасы, да и küçük uşak da. Kendim с многодетной семьи. Bizi 12 uşak, ben 11. семье. Но 2 как умер батюм или во время голодовки. Да ben açan içtim bu nestede многодетные матери, ben hazırdım koyma kendi anamı da. Но нет, опять же захожу в интернет, окуером, что значит многодетные матери. Оказывается, матери, родившие 10 и более детей и воспитавшие до 8-летнего, то ли 18-летнего возраста, те являются подходят для этой категории. И ben культурно aldım kendi nasıl koyayım. С любовью к тебе, Капчак, kedina материаллары Иван Алексеев 2 yıl toplamış. Yaşayanlardan alınan haberler ilden yazılarmıştılar.
типарлы кият ен йылк күйін жүмня курумнарына да адылмыш. История палылы, йönемли инструмент культура варлын корумасында, о büyük ходулук дума ери için нереде яшерсın. Книга «С любовью к тебе, Кыпчак», она bizim köy için, Kıpçak için. Ben bir очередь kime gittim? Естественно, к примару. Bir ısrancacıya geçtik birer, 3 saat oturdum ben onda. Пока aktardı birer, bunu nindan aldın. Его интересовало все, как примара села. И самое главное, удивлялся, достоверно, он сам историк, а я аграрник по специальности. Соглашался. И знаете, какое он заключение сделал в конце? Где я, как руководитель села, считаю, что данное издание, данная книга будущая должна настольной книгой у каждого руководителя сельского нашего. Примария заказала в типографии 20 книг, они раздарили, я знаю, что в садиках есть. И знаете, как приятно, когда вот племянница моя там работает, говорит, практически окей durmaya. Bizde açıldı muzey köyde. Ben Nindan aldığım sistemi köyün kağıdını. Растрепанная такая, hani çok elden geçti o Bibliya. O bu kağıt da ben geçen gördüm bizim muzeyde. Ben bunu aldım Primariyadan. Dedim sen bana обращаться olamadın mı? Ben dedim bir экземпляр sana bulacaktım iyiydi. Тем более для такого дела. И я после этого, когда вот издали уже, götürdüm 2 kağıt библиотекaya bıraktım, музей. Но dedim bunda тут как архивная ценность. Sıbıtma bu kağıtta. Это о чем говорит? Книга востребована. Kağıt elden ele geçmiş. Bana очень приятно, ben işlerim. Avşamleyin pazarlarda, bilmem başka köylerde de var mı? Bize babla için çıkıp sokakta oturuyorlar. Ne istediyorlar? Okuyorlar, da обсуждать ediyorlar. İli açan buluyorlar kendi patredini, ili dağdüsünü, ili mahallesini. Mahallesini bizi unutmamış, nesletmemiş. O teşhis şkolada davet ettik nestelere лицеистlerinin bile естественный руководство школы. Bir zam direktora, Феня Пантелеевна, Иван Иванович, спасибо вам. Там, где в этой книге вся наша семья. Отец, ныне живущий Янова Пантелея Васильевич, брат его, военный врач. Потом 2 брата моряки, а моряков вообще собрал, это отдельная тема там, это самое. Ben de açan gördüm, mamuydu da покойный, детский садикte yaşadı. Nindasını buldunuz? Dedim sizler Fenya Panteleevna. Ben специально мамуnuzu aramadım. Ben arşivden aldım, açan допустим, пишу про детский садик, номер 3 образно. И подходящий портрет. Dedim специально я такую тему не преследовал, kimseye мамусunu gösterme, kimseye тятюшну. Но в целом, если большинство наших сельчан попали в обзор. И знаете, как приятно, когда звонят или нестетиран. İşini особенно işin deyince переиздали. Автор Иван Алексеев kendi ömrünü 2 paya böler. Yaşamak kiliseden hem yaşamak kiliseyle. Ben kendi yaşamımı делю на 2 периода, до и после. Ben öyleydim. Sen mi seslenmeyeceksin? Sen doğru, sen tabi bilmesin kim ben. Seni ben koyacağım yola. Внутренне мне так подсказывал. Я старался не всех наказывать, но кого наказывал, чтобы понял, насынан öbürlerine de olmasın неповадно, sonra нарушать etme. Şimdi açan çekettim gitmeye kilise. Боже мой, как хорошо. Мне на душе. Benim anam öyle dedi. Giderim açan kilise. Царство Небесное. Bana öyle öyle ister na duşı. Ben açan başladım gitmeye de. Мам, значит, я падаю, öyle. Hani gidelim de niçin ne spokojno. Ya оказывается, ben полностью kendi canımı açmamışım. Şimdi açtım уже полностью. Ben gitmeyeyim ради красного славца, тем более поем в церковном хоре. Ben de хозяйка. И сила материнской молитвы очень велика. Ну, ким инанна надтасоли, ben те пару примеров все приводить на личном опыте инжедеме. Так что приход, я благодарю Бога и благодарю нашего настоятеля, отца Виталия. Он меня так пристыдил, когда приехал. Мне этого хватит еще на одну жизнь, наверное. Он умеет это делать, как психолог, как настоятель, как руководитель. И я после этого стал жить с башнями совсем по другим понятиям. То есть богобоязненно. Аллаха, чувствовать edeyim Allah'ın korkusuyla nasıl ben... С любовью к тебе, Кыпчак, кедында Кыпчağın yıllarla kurulması hem köyün zamandaş ilerlemesi yazdırılı.
18-й год нинда kaldı. Köy развиваться oluyor. O teşinte geçtik yanından bывший, söyledim mi, кинотеатры преобразовать ettiler в ДЮСШ, детско-юношескую спортивную школу. Yanında da şimdi düzülüyor трехэтажное здание, это комплекс спортивный и плавательный бассейн. Nerede hangi köylerde var tabii öyle плавательный бассейн. Sonra yaptılar объездную дорогу, потому что тяжелогрузные машины бозали yolları, целый километр. Следующая улица Карла Маркса, oradan çıkarıyor köyün kenarına несте. И sonra преобразование köy на глазах меняться oluyor. Кстати, афганецler тет taşı на свои средства yaptılar. Афганец'та 71 афганец bizim köyde, 24 из них нету. Моряки тоже на свои средства yaptılar памятную стелу, то есть памятник mezarlıkta. Siz bilirsiniz про это. 24 моряк они уже yok ki, koydular portretçiklerini уже они на том свете. Teşinde açan праздновать это День военно-морского флота, раньше giderdiler mezarlıklarına, кого нет. Şimdi gidiyorlar, памятная, возлагать делать цветы, da sale yok 24 kişi değiller gezmeye. И плюс bizde var чернобыльцы. Главадан история воскресной школы, строительство храма-то там 2 главы. Ondan pahalı yok. Самый главный burada ne? Ben çoğuna söyleyeyim de şimdi utanmayacağım söyleme. Ben aldım благословение батюшкалардан bizim. Прежде чем написать. Знаете, bu ne türlü yüreğini sen açarsın da pak yürekle açık, değil pak, açık yürekle ne. Korku aldı beni de, bu söyleyeyim. Kime лам yardım конкретно alınacaktı, что-то не получится, я готов помочь в любое время. Если кого-то дургутmayacak bu sadece финансовая сторона, единственная, потому что такое трудное время, а остальное все преодолимо. Ben hepsine diyeyim, sen topla materyalı, sen yaz kendine, unutma. Для этого есть редактор. Это не только мой труд, это труд 3 человек. Меня как автора, редактора, который редактировала, потому что если я свои рукописи принесу, иногда, знаете, bütün тетрадь, там 2 листочка, лям, да bu kadar. А там у тебя много водички было. Зачем тебе столько? Ben согласиться oluyordum сразу вместе. И çocuğum benim технический редактор. Это самая сложная работа. Дело в том, что раньше носили в типографии рукопись, а сегодня вот такая флешечка. Главное, взялся за дело, çıkar нужно. Дел çekettin da na polputi. Если uylada olacak diye ben söyleyeyim o всеуслышание bütün köye. Если uylada olacak, hani kim çeketti de üsteleme, пожалуйста, звоните или gelin alın. Ben doğuracağım sizi doğru yola. Иван Алексеев pek ister doğuma yeri için başka dakiyatlar yazılsınlar. Çünkü Kıpçak gün-günden yenilenir. Yeni projeler geliştirilirler. Yeni informasiyalar yaşayanlar için üze çıkarlar. Автор ister inanmayı, geçmişi, şimdi geleceğe bağlayan ipliği bir zaman kopmayacak. Но очень isterim продолжение книги olsun. Ведь с 18 года столько изменений позитивных в селе. Об этом надо писать. Çoğu diye компьютер. Компьютер не o? Компьютерде бюен var данные, завтра завис компьютер, сгорели дело данные. А burada написанное пером, говорю, Rusça пословица, перевод edemem. Niye vurulmuş da пером? Тем более bu kalacak bizim uşaklarımıza, bizim unukalarımıza. Doğuma yerin, o yer nerede bizim historiyamız çekilir. Doğuma yerin, o yer nerede sevgi yaşar. Yer, nerede akıla getirmekler peydalanırlar. Doğuma yerin, o sen kendin.